Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня мы поговорим о том, что произошло в России, что вообще происходит, кстати, в Таджикистане, имеет ли к этому какое-то отношение Украина. Мы поговорим об этом с Мухиддином Кабири, лидером Национального альянса Таджикистана. Добрый день, Мухиддин. Добрый день, Татьяна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. Мухиддин, расскажите, пожалуйста, что это вообще за исламское государство Вилаят Хорасан, что они делают в Таджикистане, откуда у них таджикские граждане вообще могут появляться. И вообще вы верите, что вот те люди, которые были показаны как якобы ответственные за этот теракт в Крокус Сити Холл, барбершоперы, они реально были завербованы ИГИЛом и убивали людей. Татьяна, если рассказывать об истории ИГИЛа, Исламского государства, как организации, и одни из составляющих ее части Хорасан, то это займет довольно много времени, поэтому коротко просто я скажу, конечно, эксперты знают, для ваших зрителей, что Исламское государство как организация, она возникла в Ираке и распространялась дальше в Сирию. Это изначально была чисто арабская организация, которая, кстати, в начале возникновения основными функционерами, основными руководства, даже первый министр. Так, меня слышно? Это у меня была воздушная тревога, не обращайте внимания. Ага, ну хорошо, да, сейчас у вас тоже боевая обстановка, да. Многие бывшие генералы Саддама Хусейна после поражения Саддама Хусейна, после того, как власть там изменилась, они из партии БАС, так называемой Национал-социалистической партии Ирака, они перешли в ИГИЛ, они были первыми, скажем так, министром обороны, военачальниками ИГИЛа. То есть ИГИЛ возник на осколках бывшего иракского правительства, которого ни в коем случае нельзя назвать происламским или исламистским. Это была чисто национал-социалистическая партия, которая, кстати, в самом Ираке боролась против различных исламских партий и так далее. То есть ИГИЛ – это реакция иракцев, сирийцев в те времена на ту реальность, которую мы имели в этих государствах. А потом, со временем, оно приобрело больше исламский оттенок, и особенно после начала арабской весны присоединилось огромное количество иностранцев, включая и выходцев из Центральной Азии, из Советского Союза и так далее. Но после поражения ИГИЛа на Ближнем Востоке арабская часть этой структуры, этой организации, она ослабла, и вот только Хорасан. Дело в том, что ИГИЛ разделяется на несколько частей. Это Магриб, туда входят все африканские народы и государства. И Хиджаз – это Ближний Восток, Саудовская Аравия, Персидский залив, это Ирак, Сирия и так далее. Конечно, там был еще Вилаят Шом, туда входила и Палестина, Ливан, Сирия, Ирак и так далее. А вот Вилаят Кавказ, туда входят Кавказские республики России, бывшего Советского Союза, а Вилаят Хорасан входят туда Центральная Азия, Афганистан, Пакистан, Индия и Иран. И так получилось, что на сегодняшний день самым активным является именно часть Хорасан. И по различным данным, основной костяк этой структуры составляют таджики из Таджикистана и афганские таджики. Конечно, там есть и пуштуны, но основной костяк, к сожалению, именно выходцы из Центральной Азии. Вот в целом такая ситуация с ИГИЛем, это коротко.
А что касается событий в Крокус-Сити, я не исключаю, что там действительно таджики были, но какую роль они сыграли? Были ли они в основной группе, которые, вот та четверка, которые расстреляли людей, хладнокровно, профессионально? Или вот это четверо, которых задержали, и они очень не похожи на профессионалов, даже некоторые из них, они не понимают, о чем речь. Этот молодой 19-летний, которого спрашивает, он говорит, где я, что случилось, почему я здесь, что от меня хотите. То есть разговор ведется в этом ключе. И они не очень не похожи на профессионалов, которых мы видим в другом видео. Поэтому тут очень много вопросов. Я не могу однозначно сказать, что таджики были там или нет, если были, в каком качестве и в каком количестве. Но дело в том, что сейчас, вот вы сами понимаете, что все стороны хотят по максимуму использовать этот теракт для того, чтобы назначить своего террориста, определить заранее, кто является виновником. Россия упорно старается найти украинский след. Еще для них будет лучше, если еще есть вдобавок к этому западный след. Кстати, мне сказали, информировали меня из Душанбе, что таджикская власть тоже готовит свою версию. Они тоже упорно ищут наш след, след таджикской оппозиции. Я недавно прочитал в одном телеграм-канале, российском телеграм-канале, они там об этом прямо и пишут, что якобы мы, таджикская оппозиция, которая базировалась, сейчас находится в Европе, с поддержкой Украины и также, используя ИГИЛ, реализовали этот теракт. Видите, вот какая схема, какая фантазия у них. Вот, тут не только Запад, не только Европа, не только Я так Украина. понимаю, что к ним обратился Путин, наверное, и кто-то из Кремля, типа, скажите, ребята, поддержите. Они сказали, поддержим, но нам нужно же нашу еще оппозицию замазать. И, ну, я так понимаю, схема Да, такая. да, вот я поэтому говорю, что в этой мутной воде каждый хочет ловить свою рыбку, и каждый выдвигает свою ту версию, которая ему выгодна. И эта версия потом развязывает руки ему для дальнейших действий. Например, для России это очень важно, если они все-таки более-менее, конечно, мировая общественность не будет в этом верить, но хотя бы если российская общественность будет частично этому верить, то это развязывает руки для дальнейшей операции, для дальнейших действий против Украины. Если таджикская власть то же самое старается убедить не только таджикская общественность, но и европейских властей, где мы находимся, что вот так или иначе таджикская оппозиция тоже причастна к этому. Так что вот такая ситуация. Знаете, Татьяна, вот таджикский народ, более 90% они не верят в том, что таджики как-то участвовали в этой операции. Более 90% считают, что эти ребята стали жертвой. Вот это четверо. Кроме этих четверых, что задержали в России целые семьи, сейчас идут аресты, допросы и так далее. Поэтому, причем, что вот Рахмон, как глава государства, он принял эту версию российских властей. Сейчас в Таджикистане работает следственная группа из России, и таджикские правоохранительные органы, они не то что помогают, они даже и допрашивают, они выполняют почти функцию Следственного комитета России. Рахмон ни разу не высказался в поддержку не только этих четверых подозреваемых, он вообще не высказался в поддержку таджикских мигрантов, которые стали и становятся жертвами мигрантофобии и ксенофобии. Это говорит о том, что он принял эту версию, дал понять российским властям, что я готов принимать эту версию. Но самое интересное, что
наши пропагандисты, вот такие же у нас в Таджикистане тоже есть немало пропагандистов, как в России, например, Соловьев и команда. Соловьев, Киселев и так далее. У нас в Таджикистане то же самое, с такой же риторикой, с такими же нарративами. Но дело в том, что наши проправительственные, пророссийские пропагандисты, они почему-то тоже не верят тому, что таджики участвуют. Вот тут, конечно, Рахмон остался в одиночку, хотя наши пропагандисты, они об этом в открытую не говорят, что Рахмон не должен повторять ту версию, официальную версию России, но в своих в социальных сетях, в своих каналах, в своих публикациях они тоже повторяют ту же позицию, которую имеют большинство таджиков. Так что вот такая на сегодняшний день ситуация. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я просто хотела отметить, что ваш Рахмон он не высказал претензий не только по поводу вот этих других задержанных целых семей, причем и помогает арестовывать или задерживать семьи в Таджикистане. То, что пытки производили над гражданами таджикской национальности в прямом эфире, можно сказать, отрезали ух, ну это ужасно, я даже не хочу всего пересказывать. Ну, мне кажется, на это как минимум правозащитники и МИД страны должен реагировать, что это ненормально, потому что такие примеры, они же могут быть заразительны. Не только правозащитники, не только МИД. Я считаю, что все-таки глава государства должен реагировать. Он, во-первых, даже если они окажутся преступниками, они граждане Таджикистана. Путин, в отличие от Рахмона, встал на защиту Красикова, который убил оппозиционера, чеченского оппозиционера в Берлине. То есть Путин даже сам в своем интервью признался, что он убил этого чеченца, исходя из каких-то патриотических, ну так, в кавычках, патриотических воображений, убеждений, но он готов его защищать, готов его обменять на любого другого западного там журналиста или кто сидит в российских тюрьмах. Это показывает, что он как глава государства считает себя обязанным защищать гражданина России, даже если он преступник. Но почему-то Рахмон, он не то что не защищает подозреваемых таджиков от этого произвола, он даже ни слова не сказал о тех беззащитных таджиков. Более 2 миллионов таджиков сейчас оказались беззащитными перед этим наплывом, волной мигрантофобии в России. Он ни слова об этом не сказал. То есть он ведет себя таким образом, что он не является президентом Таджикистана, он повторяет, делает то, что от него хотят российские власти. Как Кстати, будто бы губернатор Таджикской области в Российской Федерации, да? да, как раз был раньше в Российской империи был такой должность в Центральной Азии генерал-губернатор. Он был одновременно генералом, военным человеком и губернатором. Он курировал всю Центральную Азию, Бухарский Эмират, Хивинские ханства и так далее. Вот сейчас Россия имеет таких же генерал-губернаторов Центральной Азии. Одним из них является Рахмон. Кстати, недавно, месяц, 2 или 3 тому назад, он получил в Москве из рук самого Путина орден 3-й степени за заслуги перед Отечеством. И тут возникает вопрос, вот Где же твое отечество, сынок? Да, да, вот он должен сейчас доказать, что он действительно верный солдат Отечества. Тут возникает вопрос, какое Отечество для него, Таджикистан или Россия? Судя по тому, как он ведет себя, и судя по тому, что он получил такой унизительный орден, причем 3-й степени, значит, он должен оправдывать себя. Кстати, сейчас не только Рахмон должен доказать свою лояльность России. Сейчас я боюсь, что многие сотни тысяч таджиков, таджикских мигрантов в России, они вынуждены будут доказать свою лояльность и патриотизм, особенно те, которые получили российское гражданство, имеют двойное гражданство. А для российских властей единственным
доказательством это, наверное, участие в войне против Украины. Ну, Вот ты вы подпишешь думаете, что они их контракт, отправят сейчас на фронт? да, я боюсь, что вот сейчас их отправят туда группами, и они таким образом должны доказать, показать свою лояльность, патриотизм и так далее. Вот в этой ситуации оказался не только Рахмон, но, наверное, весь таджикский народ, особенно мигранты. Кстати, Татьяна, вот Да. если до войны, до украинской войны ежедневно получали российское гражданство 410 таджиков, таджикистанцев, это данные, официальные данные консульского управления МИД Российской Федерации. После начала гражданской войны ежедневно получает российское гражданство более 600 таджикистанцев. Это в основном те, которые подписывают контракт или договор и идут воевать против Украины. Хотела еще уточнить, попросить, чтобы вы прокомментировали заявление немецких СМИ, а именно Хойте и Дибильд. Подозреваемые в терроризме в Австрии прибыли в Вену через Украину. Исламское государство провинции Хорасан, та же самая, которая пыталась атаковать собор Святого Стефана в Вене, взяла на себя ответственность за теракт в Москве. По результатам полицейского расследования в отношении подозреваемых в терроризме из Вены, которые были арестованы утром 23 декабря 2023 года в доме для беженцев на Талии-штрассе. 28-летний таджик и его жена вместе с сообщником, арестованы в Германии, как утверждается, планировали нападение на Венский собор Святого Стефана с использованием взрывчатки и автоматов Калашникова. Пара прибыла в ЕС через Украину в феврале 2022 года. Они якобы жили в Украине до начала конфликта, потому что выступали за демократию и верховенство закона у себя на родине в Таджикистане. Утверждают, что приехали в Австрию на поезде, потому что Вена особенно красивое место для жизни. Вот, что вы можете сказать, что это за история? Вот тут действительно есть, да, некоторая связь с Украиной, да, они ехали через Украину. Это, Татьяна, это не единая история. Эти истории, такие случаи нам знакомы, потому что очень много таджиков, которые по каким-то причинам, каким-то образом оставались в Украине. Среди них оказались очень много также людей, которые они участвовали в боевых действиях в составе ИГИЛ, в составе других радикальных групп на Ближнем Востоке, в Афганистане и так далее. И особенно после войны против Украины, там действительно было, конечно, до войны еще, они базировались в Украине, и они старались, как бы спрятались не только от таджикских властей, но и от других государств, потому что среди таджикских беженцев в Украине были, к сожалению, также люди, которые имели темную историю участия в различных боевых действиях и так далее. С началом конфликта в Украине, после агрессии России, когда открылись границы европейцы открыли границы для беженцев, в составе украинских беженцев в Европу приехало, я не скажу, что огромное количество, ну, пару десяток людей, а возможно с семьями в Европу, кто в Германию, кто в Австрию, в основном в немецкоязычные государства. И я доверяю этим сообщениям немецких, французских и австрийских властей и средств массовой информации о том, что были среди беженцев из Украины такие же люди. У нас тоже есть такая информация. И сейчас, естественно, предстоит им провести огромную работу для того, чтобы выяснить, кто является радикалом среди них и кто является обычным оппозиционером, беженцем, особенно среди таджиков. Потому что, например, в Германии арестовали группу из 8 в Дюссельдорфе, по-моему. Но что хорошо, в отличие от российских или постсоветских спецслужб, что хорошо здесь в Европе, после недолгой проверки, как только они поняли, что эти ребята ни при чем, была ложная информация или подозрение просто, их освободили, отпустили, все. А в России, когда такое случится, где-то 95%, когда спецслужбы проводят рейд, даже если они потом признаются, при себе, конечно, признаются, что это была ошибка, но тем не менее человек идет уже под суд.
Поэтому сейчас такая опасность есть. Кстати, некоторые из этих людей, по нашим данным, которые переехали из Украины в Европу, как только поняли, что идет за ними слежка, то есть рано или поздно их вычислят из состава основной группы таджикских беженцев, которые прибыли из Украины, они обратно покинули Европу, кто-то обратно в Украину, кто-то еще в другие государства. То есть они почувствовали, что им, то есть рано или поздно европейские правоохранительные органы выйдут им на след. И вот такая сейчас ситуация. Так что в такой ситуации, когда и Украина не может контролировать всех беженцев, которые находятся в Украине или находились там, и европейцам очень сложно, и, возможно, среди них окажутся люди, которые так или иначе связаны с ИГИЛом, а это как бы подарок российским пропагандистам и таджикским, обвинят и Европу, и Украину, что они сотрудничают с ИГИЛом. Украина занята войной против России, им не до каких-то там таджикских беженцев или таджики, которые живут в Украине. И многие могут воспользоваться этой ситуацией, в том числе и я не исключаю. Кстати, Татьяна, у меня есть информация, но просто надо проверить эту информацию, потому что я не хочу сейчас в эфире об этом без доказательств что-то сказать, но есть информация, что таджикские власти, возможно, при сотрудничестве с российскими коллегами, они отправили в Украину также своих агентов, людей, которые уже находятся на территории Украины, и непонятно, чем они будут заниматься. Поскольку у меня информация еще до конца не проверенная, и нам, как оппозиционерам, предстоит еще работать над этой информацией, и потому что это для нас очень важно. Очень важно. И у нас были такие случаи в Европе, что вот агенты спецслужб Таджикистана, они не только работают против оппозиционеров, они создают провокационные ситуации для того, чтобы потом дискредитировать таджикскую оппозицию. Возможно, и такое и в Украине, такое раньше было и в России. Так что мы вынуждены, хотя мы политическая оппозиция, но ситуация такова, что мы вынуждены будем для того, чтобы защищать себя, свои интересы, и таджиков, таджикскую диаспору, мы вынуждены серьезно относиться к такому роду информации. Ну, я надеюсь, что наши спецслужбы все-таки работают, в отличие от спецслужб в России. Когда наши спецслужбы предупреждены, они, ну, у нас теракты, во всяком случае, совершает только один человек, Владимир Путин. Ну, он главный у нас организатор и заказчик тех терактов, которые, как военные преступления, происходят на территории Украины. Других терактов у нас пока не было за эти время войны. Такой еще вопрос. В чем, как вы объясняете все-таки большое количество последователей исламского государства среди таджиков? Это связано с низким уровнем благосостояния в стране? Тут очень много факторов, Татьяна. И социально-экономические проблемы, и репрессии, отсутствие свободы. Таджикистан входит сейчас, возьмите любой международный рейтинг, это экономика, политика, свобода слова, свобода религии и так далее. Таджикистан входит в десятку самых худших государств мира. Вот недавно Freedom House опубликовали последнее исследование. Таджикистан уже входит в пятерку репрессивных государств, которые репрессируют свою оппозицию не только внутри государства, но и за рубежом. По числу похищений, убийств за рубежом Таджикистан занимает 5-е место. После России, Сирии, Северной Кореи и так далее. По уровню коррупции Таджикистан входит в число 15 самых коррумпированных государств. По уровню бедности мы входим в первую двадцатку. По скорости интернета, вообще блокирование интернета и так далее, мы на 2-м месте в мире. И по дороговизне интернета. То есть власть делает все для того, чтобы
таджики, таджикистанцы, особенно молодежь, покинули страну. И им это выгодно, потому что представьте себе, что таджики, которые работают в России, они отправляют ежегодно в страну деньги на 2, а иногда 3 раза больше, чем госбюджет. У нас госбюджет страны 2,5 миллиарда долларов. Это годовой бюджет. То есть настолько страна бедная, что вот годовой бюджет равно, я даже иногда вот сказал недавно, что это равно бюджету, скажем, Манчестер Юнайтед или Челси. Но таджики отправляют по данным МВФ ежегодно от 5 до 6 миллиардов долларов. Это через банковские системы. А через родственники какие-то другие схемы это где-то достигает иногда 6, 7, 8 миллиардов долларов. То есть в 3 раза больше, минимум в 2 раза больше, чем госбюджет. Что это значит для Рахмона? Ему выгодно, чтобы таджикская молодежь работала за рубежом, отправила деньги через финансовые системы самого семьи Рахмона. Все банки, основные банки Таджикистана принадлежат семье. И он управляет детьми, стариками, пенсионерами и чиновниками. Деньги отправляют мигранты, он использует их в экономику, отправляет частично эти деньги в офшорные счета, которые принадлежат ему и его семье. Он одновременно выполняет несколько задач. Чем меньше молодежи в стране, тем меньше протестного потенциала. И его не волнует, что эта молодежь попадает под влиянием радикальных групп в России. Ну, посмотрите сами, что молодой таджик, ему 30 лет, 25 в России, у него нет перспективы, нет будущего, он под давлением со стороны российской милиции, ФМС, различных структур, он должен платить патенты, он должен платить взятки всем, кому угодно. И он не видит будущего в собственной стране. Он или пойдет воевать против Украины за деньги, если ему такое предложат, или он будет воевать в составе других радикальных групп. Это я называю актом возмездия. Это месть таджикской молодежи против таджикских властей, против той ситуации, в которую загнала вообще эта сегодняшняя реальность. И я недавно, буквально сегодня утром прочитал анализ американского автора про почему таджики становятся все больше и больше радикалами, экстремистами. Он очень хороший тезис приводит. Мне очень понравилось, что таджики всегда веками считались как бы представителями духовенства, литературы, элиты Центральной Азии. Таджикский язык был официальным языком дворца, языком культуры, религии, поэзии и так далее. Хотя нельзя также игнорировать и роль и место других народов Центральной Азии в общей истории, нашей общей истории. И за последние 100 лет после большевиков и сейчас после независимости, когда Рахмон пришел к власти, таджики чувствуют себя как бы в изоляции, таджики чувствуют себя обманутыми. Народ с такой историей, с такой культурой и оказался в горах. Основные крупные города остались за пределами Таджикистана. И таджики превратились из нации поэтов, литераторов, политиков, воинов в нации мигрантов. И вот этот протест, эта обида, оно выражается сейчас вот в таком ужасном виде. В виде терактов, радикализма, экстремизма и так далее. Я частично согласен с выводами этого эксперта, автора, почему сегодня таджикская молодежь так реагирует. И мне кажется, что вот если действительно будут пересмотреть политику и в Душанбе, и в Москве, и, не знаю, наверное, в Европе тоже по отношению
к этой проблеме. Кстати, не только в этих столицах. Недавно были теракты в Иране, были теракты в Стамбуле, опять с участием таджиков. 3 теракта в Афганистане. Талибы уже бьют тревогу, что уже когда-то все жаловались на талибов, теперь талибы жалуются на таджиков. Вот в чем интересная сторона этого вопроса. То есть я думаю, что настало время вообще пересмотреть все и серьезно поставить вопрос, кто виноват и почему таджикская молодежь сейчас так выбрал этот путь. Я думаю, что это ответ не легкий, и ни я, ни кто-то другой один не может ответить на этот вопрос. Ну, вот в этом своем видео, которое вышло от лица этого подразделения Исламского государства, сказано, что это месть за россиянам, за Сирию, за Афганистан и за Чечню. Но это реально может быть такой местью? И может, почему? Я не исключаю, что и такая месть есть. У ИГИЛа свои счета с Россией, и в Афганистане, и в Сирии, в Чечне, везде. То есть то, что сегодня Россия поддерживает, например, Хамас, Хезболлу, йеменских хуситов, это не говорит о том, что Россия теперь защищена от атак других исламских организаций. Все понимают, что сотрудничество России с Хамасом, с Хезболлой чисто тактическое сотрудничество. Но исламский мир ведь знает и другие страницы истории. Кстати, последние 200 лет Россия на юге, Кавказ, Центральная Азия, Афганистан, за последние 200 лет они воевали, особенно российские военные, только против мусульман. Там другого не было. То есть имам Шамил на Кавказе, таджикские, узбекские маджахиды, которых называют басмачами в Центральной Азии, это воины-освободители. И в Афганистане маджахиды, Ахмадшах Масуд, Саяф и другие. То есть за этот 200 лет это сложный период взаимоотношений России, Российской империи, Советского Союза, постсоветской России с мусульманским миром, с Центральной Азией, с Афганистаном, с Кавказом. Это все накладывается. Поэтому, когда я был в Москве, будучи депутатом парламента, я встретился с Примаковым, покойным ныне, в Москве. Он, вы знаете, не только он был чиновником российским, но и крупным востоковедом. И он человек с пониманием Востока. Я ему сказал, что эти сложные 200 лет, последние 200 лет, надо как-то закрыть, и Россия должна начинать новую страницу взаимоотношений с мусульманами в Центральной Азии, на Кавказе, в Афганистане. И для этого надо взять инициативу у военных и у спецслужб, а именно дипломатии и политики должны заниматься Центральной Азией, а не ГРУ, не только спецслужбы. Дело в том, что вся проблема в том, что Россия видит Центральную Азию, Кавказ, Афганистан только через призму взглядов спецслужб, военных. Как только политики, дипломаты подключаются, у России меняется политика. Сам Примаков в свое время, в разгаре гражданской войны в Таджикистане прилетел в Кабул, он взял на себя инициативу, прилетел в Кабул, встретился с главой таджикской оппозиции, покойный Усо Сайдабло Нури. И ситуация поменялась. Были подписаны мирные соглашения, таджики вернулись домой в 1997 году. И ситуация нормализовалась. Как только опять политики, дипломаты отдали инициативу в руки военным, спецслужбам, опять мы имеем нагнетание обстановки, терроризм, экстремизм и так далее. Поэтому сейчас я надеюсь, что вот этот наш эфир увидят не только в Украине, но и в России, включая спецслужбы,
и они серьезно будут относиться к этому. Это не только взгляд таджикского оппозиционера, но и человека, который хорошо знает Россию, хорошо знает Центральную Азию. Я учился в Москве, встречался на различных уровнях в Москве, у нас были контакты, до сих пор они остаются. Так что я сторонник того, чтобы ситуация опять нормализовалась, но для этого Россия должна пересмотреть свою политику. Такой вопрос. А почему ваша партия, которая вот входит в Национальный альянс Таджикистана, была признана в Российской Федерации экстремистской? После 2015 года, когда нас запретили в Таджикистане и посадили всех, почти всех, все членов руководства партии в тюрьму, это мне и еще нескольким людям удалось выехать из страны. Основная масса нашего руководства, члены президиума партии, сейчас находится в тюрьме. Таджикистан объявил нас террористической организацией, но кроме Таджикистана никто в мире этого не признавал и до сих пор не признают. И мировое сообщество знает нас, они понимают, что это была единственная легальная, умеренная оппозиционная партия исламского характера в постсоветском пространстве. И до сих пор нас так считают. И Россия долго, в течение 7 лет, Таджикистану не удалось, Рахмону не удалось убедить Путина и российских властей, что наша партия экстремистская. И до сих пор в России этому не верят, кстати. Вот у меня-то много, ну, скажем так, друзей, однокурсников, которые работают в различных структурах, они до сих пор говорят, что в России этому не верят. Но почему они нас признали все-таки экстремистским, внесли в этот список? Потому что после войны в Украине первая зарубежная поездка Путина была в Душанбе, по-моему, летом 2002 года. После февраля 2002 года он был невъездным, никуда не въезжал. И вот первое приглашение в Таджикистан. Он приехал в Душанбе после встречи с Рахмоном. Там же генеральный прокурор России, я сейчас не помню фамилию, он из Душанбе, кстати, сказал, что скоро Россия признает партию исламского возрождения экстремистской или запрещенной на территории России. Я тут же написал письмо и Путину, и Лаврову, и генеральному прокурору, предоставил все факты, документы, что они не должны совершить эту ошибку. Это ошибка, это Рахмон просто как бы ведет Россию в ложную сторону. Но, видимо, тогда Путину очень необходима была поддержка со стороны Рахмона, и он пошел на уступки. И несмотря на все наши письма, обращения, в сентябре 2002 года Верховный суд России объявил нас запрещенными на территории России экстремистской организацией. И мне кажется, что Рахмону удалось перехитрить Путина. Кстати, сразу же после этого, в сентябре, как только нас признали в России экстремистской организацией, по-моему, в октябре, через месяц или в ноябре того же года, Рахмон публично оскорблял Путина во время саммита в Астане, по-моему, в присутствии других президентов Центральной Азии. Я не знаю, вы видели этот запись или нет. Он сказал Путин, что почему я относится к нам как к регионам Советского Союза, не уважайте нас как президентов, как независимых государств. И я не знаю, он понимал, что этот запись попадет в сеть или нет, но тем не менее он об этом сказал. Но одновременно он также попросил Путина отправить больше учителей, книг, учебных книг в Таджикистан и так далее. То есть он вел себя там и жаловался Путину, и вел себя как председатель колхоза, который требует что-то от секретаря обкома. Тем не менее, это был уже через месяц после запрета нашей партии. То есть Рахмон получил от Путина максимум,
чего он добивался в течение последних 7 лет. Как только Путин выполнил его просьбу или его требования, я не знаю, он просил Путина, требовал, шантажировал, я не знаю, и он поменял свое отношение к Путину, дал понять Западу, что он все-таки не вассал Путина. Все-таки Запад может рассчитывать и на него, потому что в борьбе против талибов все-таки Европа, Запад нуждается в союзниках в Центральной Азии, а Рахмон позиционирует себя все время как одновременно и союзник России против Запада, и в то же время он позиционирует себя союзником Запада против исламского экстремизма, талибов и так далее. Такой, ну, вы, в принципе, сказали, что будет с таджиками в Российской Федерации. Теперь на них будет, да, большее направленное внимание спецслужб российских. Они будут им больше мешать там работать, оставаться на территории, скорее всего, будут высылать или отправлять в армию. Другого выхода я не вижу. Сейчас делает все для того, чтобы как-то успокоить тех уропатриотов России, ультранационалистов, которые они сейчас жаждут крови. Неважно, это чей-то кровь. Главное, чтобы они хотят отомстить за Крокус-Сити. А самым удобной мишенью являются именно таджики. По многим причинам. Во-первых, якобы таджики участвовали в этой бойне, в этом теракте. К сожалению, если это подтвердится, это действительно ужасно. А также таджики самая незащищенная диаспора в России. Российские власти, российские правоохранительные органы не могут позволить себе такого против азербайджанцев, против казахов, узбеков, даже киргизов. А таджикские мигранты – это удобная мишень, это незащищенная группа, на которую можно не только свалить все, но и выплескивать весь этот негатив. Поэтому сейчас дано как бы зеленый цвет правоохранительным органам и делать с таджиками все, что угодно, все, что можно. Но я думаю, что если Рахмон действительно этого захочет, если ставит вопрос ребром серьезно перед Путиным, и Путин даст приказ, поручение силовикам прекратить эти действия против таджиков, тогда, может быть, ситуация поменяется. А пока я этого не вижу, потому что и Рахмон не хочет поддержать, у него свое видение, свои проблемы. Вообще-то, мне кажется, что Рахмон просто стал ненавидеть таджикский народ. Вот у меня такое ощущение, это уже психологам надо работать над этим. Почему? Он стал ненавидеть собственный народ. Он, даже если что-то, какой-то несчастный случай, там в Бангладеше, в Сомали, в США, в Китае, неважно где, в Африке, в Азии, он тут же, у него соболезнования готово. Он выступает, соболезнования и так далее. Но ни разу еще по поводу гибели таджиков, даже при массовом гибели таджиков, как внутри страны, так и за рубежом, мы не видели ни одного раза, чтобы Рахмон, у него были соболезнования, он объявил какой-то траур, хотя бы на один день. Такого не было. То есть вот такое отношение. Поэтому я боюсь, что таджики остались сейчас одни перед лицом этой угрозы. И вот поэтому мы вынуждены, хотя сами в миграции нуждаемся иногда в защите, но тем не менее сейчас наша моральная задача поддержать таджиков всевозможными средствами. Такой вопрос. А сколько вообще таджиков, по вашей информации, мобилизовали в армию Российской Федерации и известны ли потери? Точные цифры мы не знаем. Наверное, кроме российских властей и таджикских властей никто не знает. Но судя по тому, что я уже сказал, что ежедневно получают гражданство более 600 таджиков. И таджики после россиян занимают второе место в составе участников этой войны или спецоперации против Украины. В начале войны было очень много гробов в Таджикистане.
из войны, но потом засекретили эту информацию. Теперь хоронят их тайно, потому что их стало очень много. И поэтому мы не можем сейчас сказать, какое количество таджиков, воюющих против Украины. Но то, что среди заключенных, которых мобилизовали, подписали с ним контракт, еще при Пригожине, было немало таджиков. Это уже было видно и по социальным сетям, по интервью, по военнопленным, которые украинские каналы показывали. У них же есть очень интересные каналы, когда они беседуют с военнопленными. И среди этих военнопленных было очень много таджиков. И они сами сказали, что таджиков там немало, к сожалению. И такой вопрос. Помогает ли правительство Таджикистана обходить Российской Федерации санкции, наложенные международным сообществом? Опять у нас нет точной информации, но судя по тому, что у Путина была первая поездка в Таджикистан, и резко выросла продажа таджикского золота за рубежом после того, как ввели санкции против российского золота. Почему-то откуда взялись, огромное количество золота в Таджикистане появилось, и Таджикистан начал продавать побольше золота. И это есть подозрение, что именно вот российское золото через какие-то схемы, через Таджикистан продается за рубежом. Но это надо еще проверить. А другой информации у нас просто нет. Но судя по тому, что Рахмон – это единственный президент, который не высказался против участия таджикских граждан в этой войне. Все остальные президенты Центральной Азии об этом выступали, сказали на уровне президента, министров. Таджикская власть только ограничивалась заявлением таджикского посольства в России, что это противозаконно. Ну, общими словами, что участие в боевых действиях за пределами Таджикистана – это наемничество, и все. Но ни разу еще ни один таджикский гражданин не был осужден в Таджикистане за наемничество из-за войны в Украине. Вот в чем проблема. Такие случаи были в других странах, даже в Киргизии был такой, то есть человека судили за участие против Украины на стороне России, но в Таджикистане этого не было. То есть получается, что таджикская власть поддерживает эту войну, так или иначе. Кстати, в начале войны была информация, что якобы бывшие сотрудники правоохранительных органов Таджикистана создали в Таджикистане некую компанию, агентство по вербовке таджикистанцев для участия в войне против Украины. То есть это потом сказали, что это пенсионеры, это не имеет никакого отношения к таджикским силовым структурам. Ну, бывшие милиционеры или КГБшники, они создали агентство, ну, это бизнес. Потом опять информация больше, вот это было только в начале, а после этого больше мы не имеем никакой информации, чем занимается это агентство, а вообще работает ли сейчас, закрыли их, непонятно. И последний вопрос от меня. Это талибы в Афганистане действительно представляют угрозу для Таджикистана и таджиков вообще? Или это скорее выдуманная история? Или таки представляют? Татьяна, вот угроза талибов – это, знаете, информация для людей, которые не разбираются в этих организациях, в этих структурах, и для обычного обывателя. Талибы, в отличие от Аль-Каиды, в отличие от ИГИЛа, это группировка, движение, которое у них в повестке дня только Афганистан. У них никаких планов по отношению к другим государствам. Не было такого. Талибы уже дважды находятся у власти. 20 лет тому назад они были, по-моему, 2 года, короткий период у власти. Сейчас повторно. У нас нет ни одного доказательства, которые талибы перешли границы или поддержали ту или иную группировку. Это не Аль-Каида, это не ИГИЛ. Поэтому вот это обобщенно сказать, что талибы угроза для Центральной Азии, для
постсоветских государств, это опять как бы отвлечь внимание. И это повод, лишний повод для того, чтобы провести свои, дальше заниматься репрессиями, закрыть глаза на все имеющиеся там проблемы, социальные проблемы, экономические, политические и так далее. Никакой угрозы со стороны талибов по отношению к государствам Центральной Азии нет. Но если граждане Центральной Азии, включая Таджикистан, они по каким-то причинам находятся там и хотят возвращаться домой, и у них не получается это политическим путем, они берутся за оружие, это вопрос уже не к талибам. Например, сейчас в России появился, так называемый, как оно называется, русский добровольческий корпус. То есть люди пришли к такому выводу, что в России менять власть или менять ситуацию выборными механизмами, там, мирными средствами уже невозможно. Взялись за оружие. Но Запад никто же не рассматривает их как террористов, как угрозы. Они говорят, что люди уже дошли до такого вывода и все, взялись за оружие. Ну так, если То у же них самое- главного оппозиционера убивают в тюрьме прям и режут уши, извините, таджикам, Да, какие вот остались у тоже людей такая же возможности? ситуация такая же ситуация в Таджикистане. Если завтра таджики берутся за оружие, нормальные таджики, которые хотят жить в свободном обществе, но только из-за того, что мы мусульмане, и эта группа находится в Центральной Азии, в мусульманском государстве, очень легко могут их обвинять в терроризме, в экстремизме, в талибанизме и так далее. Так что я считаю, что никакой угрозы со стороны талибов пока нет. Но если, например, если таджикские власти сейчас имеют у себя, прикрывают афганскую оппозицию, которая борется против талибов, талибан. Пока талибы этим не ответили, то есть они сейчас, скажем, у них нет зеркального ответа. Но если завтра талибы скажут, что хорошо, если вы поддерживаете нашу оппозицию, почему бы нам не поддержать таджикскую оппозицию? Как будет реагировать на это западное общество, западные государства, Россия, Украина, Центральная Азия? Спасибо вам большое. Напоминаю, что это был Мухиддин Кабири, лидер Национального альянса Таджикистана. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и группах. И увидимся на следующей неделе. Спасибо, Татьяна, удачи вам. Спасибо вам также. До свидания. До свидания.